شما بخیر دوستان از ارجمند. این برنامه فوتبالی تاجیک است و من سهراب شاه فرخشاه با جمع همکارانم آن را منظور شما میگردونیم. چگونه میدونیم همکنون مرحله انتخابی چمپیونات جهان اوید با فوتبال برای منتخب تاجیکستان به انجام رسید و همکنون زمان رسید که ایلک را از آب برداریم به قوله و از این برآمد منتخب تاجیکستان یک نوع نتیجه گیری کنیم و برای نتیجه گیری کردن از برآمد منتخب تاجیکستان ما یک صحبت داریم با سرمربی منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادزه و یاوری او تماس بکریا. Салам алейкум. Салам алейкум, да? Салами, как говорится. По-грузински салам. Салами и гамарджоба. Гамарджоба. Пускай так будет. Ну, давайте подытожим как-то. Все, закончится цикл. Давайте немножко подытожим. Что получилось, что не получилось. Я хочу начинать чуть-чуть пораньше. Когда мы приехали здесь впервые уже в Таджикистане как тренера, это было 2,5 года назад. И если будем оценивать нашу работу, я хочу сказать, что мы вывели команду на азиатские игры, мы вышли из группы. В Кыргызстане, как вы помните, мы вышли на первое место. Уже в азиатских играх, в финальной стадии в Катаре, мы попали в 8 лучших команд Азии. Если смотреть в этой общей плане, мы сделали очень большую работу. Все это мы достигли большим трудом. Да. Вместе поддержки болельщиков, поддержки федерации, ребята и став, которые работали все эти годы вместе. Но это не значит, что мы последние 2,5 года достигли этого. Это начало было уже заранее, раньше. 10 лет тому назад. Да, примерно так. Потому что в футболе так. Видишь результат, когда ты его кладешь минимум 6, 7, 8 лет тому назад. Так не бывает, что эти результаты, как мы достойно вышли на Азию, выступили на Азию, еще повторяюсь, с большим трудом, которым мы все трудились. Да. А то там нельзя, чтобы кто-то хорошо или кто-то что-то недоработал. Это вся командная работа, в которую входит еще раз болельщики, федерация, став и самое главное ребята. Ребята, которые заслужили то, что они сделали. Томас, вот если оценивать по пятибалльной шкале, какую оценку бы вы дали? Как вот Гела сказал, надо оценивать работу не только в этой, так сказать, квалификации, но надо оценивать работу в течение 2,5 года. Да? Если оценить вот всю эту работу, начиная с января 2022 года и кончая до сегодняшнего дня, то по пятибалльной шкале можно оценить проделанную работу всеми на 4, потому что у нас был хороший шанс выйти в третий круг квалификационного раунда на Кубок мира. Но, к сожалению, эта мечта не осуществилась, но на этом не надо останавливаться. Да. Надо продолжить работу. Впереди еще очень трудный цикл Азия Кап 2027, и надо вот шаг за шагом прибавлять и шаг за шагом идти к новой, так сказать, вершине. И есть у ребят сейчас уже, так сказать, за спиной один чемпионат Азии, они там хорошо выступили, попали в 8 лучших команд Азии. Будет еще шанс побороться, чтобы улучшить этот результат и уже даже, так сказать, зайти в 4 или почему и не выиграть. Мы должны быть максималистами. Да. Но это, как Гела сказал, работа не только тренеров, да, это работа и федерации, это работа и футболистов, это работа и медиа,
У вас большая роль в этом, что вы поддерживаете и помогаете вашей сборной, игрокам в первую очередь. И главную роль играют болельщики. Да, Конечно. Все ответственны перед болельщиками. Мы Да, все да, да, ответственны. Мы за них играем. Потому что футбол это, извините, это удовольствие. Да. Мы стараемся, чтобы не только результатом порадовали наших болельщиков, и с игрой. Да. Мы стараемся. Но это для этого еще надо время, Тазо. Потому что так сразу не меняется. Когда у тебя так в крови, у таджиков это в крови играть атакующий футбол, красивый футбол, обманывать, ударить, поставить. Это есть, к которым мы стремимся, чтобы это максимально каждый день, когда мы вместе на сборах, каждую минуту, каждую секунду, об этом, чтобы улучшали, каждый раз улучшали. Вот мы около 50, больше 55 футболистам дали шанс. Это немало. Да. И тем более, что мы играли эти игры с линиями соперниками. Вот когда выиграли Медакакав, когда выиграли Кингс Кап, там вообще не тот состав, один состав или что, там менялось. И это сила таджикского футбола. Потому что все футболисты, которые выступают и в лиге, и за рубежом, они должны чувствовать, что у них шанс есть попасть в эту сборную. Здесь всем открыты ворота. Да. Это не только мы решаем тренера, это решают сами они. Да, как да. они выступят, так и выступят потом большой шанс. Потому что это не персонально я решаю или Тазо решает. Это вся местная работа. Да, ну как Я они так выступают понимаю. в своих клубах, потом на тренировках, как себя показывают. Игровая практика Да, очень игровая важная практика, деталь. да. Да, когда игрок уезжает за рубежом, главное всего, чтобы ему попасть в такой клуб, где будет игровая практика. У нас минимальное время сборной для подготовки, вы же сами знаете, максимум, вот когда дни FIFA, 5-6 дней до подготовки этой футбола. Если футболист не приходит, так сказать, готовый к этой игре, то очень трудно нам за 5-6 дней что-то изменить. Но вот вы смотрели Кубок Азии, да, как мы выступили. Плод этого успеха были те сборы, которые мы провели до чемпионата Азии. Федерация нам предоставила все условия, чтобы хорошо подготовить команду. В течение 6 недель мы готовили эту команду вместе, и плод этой работы вы сами увидели уже на финальной стадии чемпионата Азии. Если вот обсуждать именно этот цикл, мы этот цикл проиграли, когда в ничью сыграли с Иорданией в первом матче, да? Я думаю, вот именно та ошибка, которую мы на последних секундах почти пропустили гол, вот Да, вы потом правильно оцениваете эту процессе ситуацию. все сказывалось. Это, Да. может быть, и был ключевой момент. Это игра на следующий выход на чемпионат мира. Но футбол кто-то должен часть футбола, да? кто-то опускает ошибки. Но самое болезненное, что мы за 20 секунд до окончания игры, до свистка пропустили этот гол. Да. Если мы раньше что-то, например, в половине первого тайма или после первого тайма, могли бы, у нас уже время не хватало, чтобы эту игру, результат сделать на нашу пользу. Но мы должны оценить, что Иордания хорошая команда, сильная команда. Очень сильно. И не зря они стали, с первого места вышли. И не зря они стали вице-чемпионами. Да. Потому что у них сейчас такое поколение, что в Европе играют, в хороших лигах играют, они выше нас. Да. Будем оценивать, они выше. По качеству они выше футболисты. Но в конкретном моменте мы могли выиграть эту игру дома. Это потеря концентрации. И что это такое, вот, когда в последних секундах пропускаешь? Вот? Наверное, была большая эйфория, вы же знаете, да, на 90-й минуте мы забили Да, гол. мы Все забили гол и потом болельщики пропустили. ликовали, футболисты тоже ликовали, они с умом были уже, так сказать, вместе с болельщиками. И такая аура была на стадионе,
что вообще наш голос не слышно было. доходил до футболистов. И что еще вот тоже мы эту игру играли в Второй России, раз. да, Второй второй раз раз дома. против России играли дома, и второй официальная игра, больше мы не играли дома. Мы не Ребята знали. как-то это чувство потерялся, знаете, потому перед что своими болельщиками, как они и реагируют. в эйфорию попали, в эйфорию, и там пошло такое ошибки. Это вы Ряд сказали, ошибок. что защитная линия. Это не защитная линия, это командная. Это общая ошибка. командная. Общая. Наша ошибка тоже, включая и ошибка, командная ошибка. Тренеров не Да. должны быть. Потому что на этом надо учиться, на этом надо расти, и на этом надо, так сказать, уже, так сказать, набирать очки по-другому, да. Вот изначально это была вообще сложная группа, да, для нас. Вот, непроходимая как-то, или вообще можно всех групп проходить? Не, непроходимая не было. Непроходимых Почему? групп не Но бывает, да, если вообще? Не, взять, в футболе такое сейчас, в современном футболе, извините, это там есть какие-то моменты, которые должны мы учитывать. Что шансы у всех есть, конечно, но если возьмем по процентам, мы недалеко были от, например, Да, от Сауди или от Иордании. Но в футболе есть не написанный закон, что выигрывает сильнейший. Иногда надо это, потому что это влияет на, когда надо в конкретный момент забивать гол и эту игру, судьбу этой игры решать. Вот это уже качество, вот это потом играет роль, большую роль вообще это потом в результате. и еще, извините, еще один, да, из второй корзины, да, две команды, Узбекистан и Иордания, так сказать, были сильные команды. Да. Да. Так, Иордания попала на нас, да. И с первой корзины Саудовская Аравия. Если вы посмотрите остальные корзины, и не говоря о группе Узбекистана, да, то вы найдете там, так сказать, примерно равные силы в командах, которые были во втором, в третьем и в четвертом корзине. Да. Вот, группа Индии, например, группа Киргизстана. У всех были шансы там, у всех были шансы выйти из группы, да. Но надо реалистами быть и честными быть и сказать, что во второй корзины один из сильнейших соперников достался нам, не говоря уже о первой корзине, откуда вышла Саудовская Аравия, которая год тому назад, 1,5 года тому назад Аргентину обыгрывала чемпионом мира с Месси вместе. Да. Добавок я хочу сказать, что в этой группе, да, мы вышли на 3-м месте, но мы взяли 8 очков. Да. 8 очков в группе, это не так уж просто. Если мы сравним С другие, саудитами, с иорданцами, и да. с другими группами, там, например, с 7 очками вышли на следующий этап, а мы 8 очков не Палестин, да? Да. И Кувейт. И Кувейт с 7 очками они Кувейт вышли. две игры выиграла в группе у Афганистана и только одну ничью сыграла с Индией. Они вышли в третий круг. Потому я говорил, что везение должно и при жеребьевке присутствовать. Но это был большой урок для всех, да? Для всех, для футболистов, для нас, для болельщиков тоже, да? Что реальность оценивать. И хочу вдобавок сказать, что сейчас мы находимся в рейтинг-листе 18 лучших команд Азии. Да? Да. Вообще. За последние 2,5 года мы, когда приехали здесь, в мировом рейтинге команда находилась на 116 позиции. Да? 22-я команда была в рейтинге Азии. Да. Сейчас команда вошла уже в 100 лучших команд мира и занимает на данный момент по Рейтинг Азии, да? да, по рейтингу. 18 место. Сейчас 18 место. Это большой Если- скачок да, вообще, да? Это, успех. если сейчас состоится вот жеребьевка,
к новому чемпионату мира, да, уже команда будет во второй корзине, да, Да. во Не третьей второй корзине. Мы будем здесь работать, не будем здесь работать. Надо это место сохранить, да, сохранить, чтобы команда была всегда 18 лучших команд Азии по рейтингу и улучшала свои позиции, что потом отражалось это, когда будет жеребьевка. Да. И У сейчас нас- по Азии мы в первой корзине. Да, Да, сейчас правильно. снова, Сейчас в первой корзине. И мы этот планку подняли, этот уровень подняли. Ребята это сделали. И сейчас надо поддерживать минимум и идти вперед. Это то, что мы проделали, надо его улучшать. И федерация хочет этого, продолжить этот путь. Мы думаем, что это правильный путь. Правильный Да. путь для развития таджикского Да, футбола. мы на правильном пути Да, вообще. сейчас это, повторюсь, это большая заслуга тех тренеров, тех команд, Функционеров. потому что мы сейчас видим только айсберг головой. А что внизу было сделано, это большой труд, потому что сейчас в футболе... Огромный вклад Петра Шегерта, конечно. Да, Обязательно, без этого. Это без мы всегда говорим, и всегда это часть нашей успеха таджикского футбола. Это большая часть. Но это не значит персонали. Это командная работа. Да, да, да. Это Вы все вместе да, работаете. Начиная с администратора команды, конечно. начиная да. с Если администратора. он в плохом, так сказать, настроении, это влияет на всех. Да. Это влияет. И это и есть тот плод, который мы вместе, все вместе это достигли. Они как 24 часа, когда мы были вместе, все были только, так сказать, заражены за результат. И все делали. И для вас, для медиа, да, очень важный вопрос статистика, да. Да. Если вы статистику посмотрите, да, начиная с 2022 года, сколько футболистов из местного чемпионата попали в сборную, да? Почти все команды высшей лиги были представлены в национальной сборной, игроки этих команд, да? Даже с первой лиги мы Почему попадали. мы ходили и до сих пор ходим на чемпионат Таджикистана? Здесь интересные футболисты. Здесь футболисты есть, у которых есть хорошие футбольные качества. Да. Если ты сам не увидишь, да, в лайв-режиме эту игру, трудно по телевизору или, так сказать, по слухам вызывать игрока. Да. Мы на одного игрока смотрели, может раз. быть, 3 месяца подряд. Ездили в Худжан, Истаравшан, каждую неделю почти. Да. Почему? Все время Почему? дороги были. Особенно в начале. Интересно было А тоже. с легионерами как? С легионерами тоже следуем. И сейчас хорошая возможность. Те ребята, которые в России играют, у них желание есть. Играть сейчас в сборную, большое желание. А те, которые в Грузии вообще играют? Да, это вообще, это супер. Для вас это, да. Это Динамо Тбилиси играть, это большая честь в Да. Грузии. Алишер сделал Шукуров, да, там это. играет. Он заслужил, он сделал это, молодец. Да. Он будущее таджикского футбола. Мы были рады, когда вот после игры с Китаем, первой игры на Кубке Азии, Динамо Тбилиси нам позвонила и спросила про Алишера Шукурова. Там же все наши друзья, все наши коллеги, у нас другие там отношения. Знаете, для нас большая честь, чтобы в нашей стране тоже выступают таджикские футболисты. Да. Знаете, и нам Мы называем грузинов, наши грузины приехали. Да, наши Вот грузины. грузины приехали. жалко, что Алиджон уже, так сказать, Да. начинал играть в Халтубо и получил эту травму Да. в игре с Саудовской Аравией. Но он молодой парень, талантливый Да, парень. И, Еще всё успеет будет, поиграть. всё Да, будет. удачно сделал операцию, очень да, в Грузии сделал удачно, и дай бог, он очень скоро вернется на поле. Вы работали в Европе и в Азии, да? Вот везде почти вы побывали, но что делать дальше? Чтобы развивались еще больше, планку поднимали,
хороший вопрос и очень трудный вопрос. Да. Это комплексная работа. Да, да, да. Потому что те работы, которые мы должны за полем сделать, это большая работа. И чтобы достичь результата, надо хороший футболист. Более еще качественный футболист, этот молодежь, который поменяет какие-то на следующие времена, должны быть лучше, то, что сегодня. Да. Для этого У нас есть потенциал. у нас есть потенциал. И у нас есть потенциал. Но потенциал и талант. Надо развивать больше, надо работать. Ребята должны участвовать в международных турнирах. В Европе должны пойти, посмотреть, принимать участие в хороших турнирах. Не только например, у сборные, командные, клубные, потому что это ограниченные сборные, там попадаем 20-23 человек. Нет, которые, так сказать, за бортом, они должны участвовать тоже. Они должны принимать участие и почувствовать, что это международный футбол, что это уже в футболе в странах, которые можно пойти сыграть и вернуться вообще другими. То есть футболист перед тем, как попадет в чемпионат мира, он должен этого почувствовать. Да, Что тогда, вот когда попадет в чемпионат мира, он будет играть и с европейцами, и с американцами, и с азиатами, да? Он Это должен так. быть готов. Это в футболе, например, я когда был молодым, смотрю, я с ним играл. Потому что в мои времена мы ездили тогда по советские страны, Болгарию, там, Венгрию, Югославию. Смотрю, я с ним играл в детстве. Это большое уже, как сказать, самоуверенность. Самоуверенность, что мы были плечом толкались на игру. И сейчас я не смотрю, что он лучше или что-то, лучше всех. Я тоже был так. И я тоже могу так сыграть на этом уровне. На этом надо, конечно, хорошие условия тренера, условия детей. Потому что Академии надо развивать, да? надо хорошие академии и с хорошими с условиями полей, мячи, эти турниры организовать. Инфраструктура вообще. Да, вообще-то инфраструктура это ключевой вопрос, потому что сейчас в современном футболе надо не терять время на обработке мяча, на обработке, чтобы очень быстро принимал решения. Это идет с детства. Да. В детстве надо это все привыкать, и с автоматизмом он должен делать. Он не должен думать об этом, он уже как-то в крови должно быть. Давайте о футболистах, ребята, напоследок о футболистах поговорим. Вот, например, мы две последние матчи проводили без Алишера Джалилова. Один матч мы проиграли 3-0. И ровно с таким счетом обыграли Пакистан здесь. Не было Алишера Джалилова. Да, Алишер, я хочу сказать, большая сила для нашей команды, для таджикского футбола. Он пример, как надо играть технический футбол, как мы хотим комбинацию игры. Он лидер команды. Он лидер по позитивному направлению команды. Его слушают ребята. Мы должны все это в командном, в командном режиме это направление, в правильное направление все это использовать. Как вы относитесь к тем слухам, которые Ростов российский хочет подписать Рустама Ятимова? Это большой шаг для персонального таджикского футбола и для Рустама. Самого Рустама. Да, это большая команда. Попасть в российскую премьер-лигу под руководством тренера сборной команды России, да, это большая награда для таджикского футбола и для самого Рустама, да. Играть на таком уровне. Его Чемпионаты России играть, это другой уровень. Его мастерство мы все хорошо знаем, на каком уровне может сыграть Рустам, на каком уровне. У него
потенциал быть вратарем мирового масштаба. У него весь потенциал есть вот стать таким вратарем. Он просто запросто мог бы играть в среднеевропейский чемпионат. Запросто мог. Он меня напоминает Петера Шмейхела, легендарного Петера Шмейхела. Да, он вот для меня он такого уровня. А он меня напоминает Ван дер Сара. И по росту, и по габариту вообще, и по характеру как-то. Мы должны оценить, еще есть у нас Мухрик, Асану, талантливый вратарь, но у него нету игровой практики. Это проблема. Но если есть там Рустам, конечно, Мухридин. Да. Пока. Да, пока. Сидит Но в у запасе. Мухридина Но сейчас это может быть хороший прецедент, что он уходит сейчас играть. конкуренция, Да? конечно. И Далер Баротов тоже. Далер Далер Баротов, он Да, тоже хороший. на 5 отыграл те игры, которые он стоял. У нас вообще плеяда. И Сафармат Гафуров, молодой Да, парень, да, и идет поколение. Исхуджан, да, этот молодой. Юсупов тоже хороший. У нас вообще плеяда молодых игроков, да, те, которые у вас в запасе сидят, очень хорошие ребята, между прочим. У нас запаса не бывает. Ну, Они часть, всё равно. они Да, часть когда нашей... на скамейке, они часть тех результатов, потому что они на тренировку ведут, работают, ведут хорошо, поддерживают. Это 3 минуты играет, 5 минут, или один тайм, или 90 минут. Это час футбола, который дает плод, результат. Без них раньше было, что 11 футболистов играли, а остальные спали или отдыхали. Нет, сейчас Все играют. все играют. И для них большая честь представлять свою страну. Они Конечно, это должны конечно. Понимать, что одну Надеваешь минуту национальную футболку, конечно. это ты Это огромная лицо честь. своей страны, своего народа, и они это хорошо понимают. Да? Так, Гела, Тамас, вот наверняка вот все зрители ждут этого вопроса и этого ответа. Что будет дальше? Вы остаетесь, я уверен на 100%, что Федерация футбола Таджикистана с вами продлит контракт. Да, у нас желание продолжить работу. И ребята хотят, и мы чувствуем, что болельщики тоже, и с людьми, с людьми, которыми встречаемся. Я не хочу сказать слово «но». Есть, мы уже отдали позавчера наш план дальнейший. Это, так сказать, большой план, так сказать, минимум до 2026. Потому что мы хотим как больше турниров и игр сыграли. Не только официальные, и товарищеские. И как можно больше футболистов мы привлекали. Это не такой вопрос, что давай сделаем. Это надо обсуждать в деталях. Это не просто бывает. И у нас тоже, так сказать, большая, так сказать, ответственность. Да? Ответственность. И вот можно сказать, сейчас мы сами хотим, чтобы еще большего достичь. Этот плод, который мы собрали на Кубке Азии, да, не должен, так сказать, быть только годичным плодом, сказать. Надо продолжать это. И у нас тоже такая спортивная, так сказать, страсть, чтобы продолжить работу. Огромное желание. Огромное желание. И совпадает наши. Надеемся, что не только первые сборные, там должны эти молодежные сборные. Потому что с клубов мы забираем, профессионалов, но эти молодежи, которые опыт набирают на международных, они помогают. Они должны быть недалеко от первой сборной. Один шаг, и мы не должны терять время. Но за это надо кое-какие-то... То, что делает Федерация. Мы не говорим, что это что-то не так идет. Нет. Чтобы еще лучше было. И больше игр. Я хочу добавить еще, что Таджикистан, как наша вторая родина, здесь мы чувствуем себя как дома, общаясь с людьми. Оставим футбол
покое, поговорим, вот, напросту с людьми общаемся, дружим со всеми. Знаете, для нас, когда приезжая здесь, чувствуем себя как дома, да, и это все влияет. Да, знаете, конечно. Это все влияет. И тем более тоже сейчас за 2,5 часа ты в Тбилиси. прямой. Раньше один день сидели или в Стамбуле, или Да, где-то да, ждали. И сейчас вообще слегка... И для нас, можно, знаете, в марте, когда мы уже продолжили вместе во главе с Гелой работу после ухода Петера, да, главное всего для нас было, так сказать, что мы здесь, как у себя дома, проделанная работа. И у нас, у грузинов, есть такое, что мы своих братьев и близких, и друзей на полпути не бросаем. Отлично. Я Мы вас понял. большую ответственность взяли перед играми и Сауди, и Иордании, потому что эти ключевые игры. Но мы не побоялись, мы взяли на себя. Да. И я, как один человек, Гела Шекеладзе, я очень горд, что я часть этой работы, то, что мы поделали. Маленькая часть, то, что мы достигнули. Но сейчас мы должны сделать больше. Да. Кто сделает лучше, хорошо, тот и должен продолжать. Потому что футбол это не например, старшего тренера или этого. Да. Это из Таджикистана. И сборная должна развиваться и идти вперед. Спасибо вам огромное. Значит, не будем прощаться, а Не, просто не, скажем до прощаться свидания, нет. да? Только всего до свидания Да, и до увидимся. свидания скажем. Спасибо Вам вам. огромное Спасибо вам еще раз, спасибо вас за вашу большую поддержку, потому что без вас человеку что приятно, что кто-то оценивает, потому что мы то, что могли 100% сделать. Это наша общая работа. Спасибо вам, спасибо тем искренним болельщикам, которые в трудный момент пришли и болели за свою сборную. Сборная, так сказать, это часть страны, да? Да. У страны тоже бывают критические моменты, плохие дни и хорошие дни, да? Так и футбольная жизнь бывает, но вместе, когда, так сказать, плохие дни наступают, надо вот в это время быть сплоченным, и тогда будет большой результат, и эта мечта осуществится, что называется, выход на чемпионат мира. Да, мы должны верить в наших ребят. Да, мы должны верить. Они хорошие, очень хорошие. Теперь на отдых, да? Да, мы Домой? тоже завтра уже улетаем, надо отключиться, потому что все эти дни мы в стрессе, потому что стресс каждый день. Да. Хороший, выигрываешь тоже стресс, проигрываешь стресс, нам тоже надо немножко отдохнуть. отдохнуть. Так, ребята, вам счастливого пути, огромное вам Спасибо. спасибо. Всем привет нашим грузинским друзьям, их очень много. Да. Так что будем держать кулак и будем ждать вас. Рахмат. Спасибо за все. دوستان عزیز ارجمند یک صحبت داشتیم با گیلاس شکلادزه سرمربی منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال و یاوری او تیماس بکریا و امیدوار هستیم که همکنون آن چیزی که در اینجا گفته شد البته آن هم به نفع فوتبال تاجیک خواهد بود و امیدوار هستیم که آنها در آینده نزدیک دیگر باره سربری منتخب ما را به عهده میگیرند و منتخب ما را به قله‌های بزرگ فوتبالی خواهند رسانید. انا در همین جا برنامه فوتبال تاجیک با همین امید خیلی بلند و بالا به انجام میرسد تا برنامه‌های دیگر خیر.